На предприятии по розливу воды Обанхи в горах Джайраха рабочий день в разгаре. Движется хоровод 5-литровых бутылок, идет горячий выдув заготовок и разливается главный продукт – природная столовая вода из обанского источника. Завод способен разливать за час 1000 5-литровых, 4000 полторашек и 6000 лимонадных полулитровых бутылок. На заводе производят 5 разновидностей сладкой газированной воды в стеклянной таре. Всего в процессе разлива сейчас занято от 10 до 15 человек. Запас мощности большой, и сегодня в связи с конкуренцией, которая стоит на рынке Ингушетии, мы можем говорить, что максимально до 20% от мощности мы доходим. Не больше, потому что рынок внешний пока еще такой закрыт для нас. Эти сети, эти, как говорится, препоны, которые нужно перешагнуть, чтобы выйти на какой-то большой рынок, они существуют, но мы идем к этому. Поиск новых партнеров и возможность расти. Для этого руководство завода планирует принять участие в экономическом форуме «Деловая Ингушетия-2022». Еще одно направление, которое Обанхи планирует представить на форуме «Деловая Ингушетия» – это рыбное хозяйство. Горная талая вода создает идеальные условия для выращивания форели. Объемы аквахозяйства пока невелики. Готовый деликатес используют для собственных нужд и угощают гостей. Но в Обанхи не исключают, что в будущем разведение рыбы в живом потоке может стать для них и коммерческим направлением. В этом бассейне, который вмонтирован в скалу, находится сейчас радужная форель, трехлетка, 3-3,5 года ей. Значит, она готовится в январе, наверное, месяца где-то, если будет зависеть от температурных режимов. Наверное, мы соберем икру и попробуем оплодотворить ее. Здесь находится равное количество самцов и самок. Сейчас создаем молодое маточное стадо, которое, надеемся, будет давать оплодотворенную, живую, достойную икру для увеличения наших рыбных запасов. В помещении рядом расположено несколько десятков емкостей. В одних должны находиться икринки, а позже и мальки буквально на пару дней. Когда собственный врожденный запас еды заканчивается и начинается прием специального корма, рыбку погружают в емкость побольше. Спустя еще какое-то время их необходимо переводить в небольшие пруды. Пока у завода водоемов нет, и руководство также надеется на форум. Мы не новички в рыбе, и я думаю, что на форуме найдутся наши коллеги, которые захотят узнать о нас более подробно, переговорить с ними. Нам сегодня нужна реализация. То есть мы готовы сегодня в данном помещении производить порядка 5 миллионов, как я говорил, принимать икру порядка 5 миллионов. Добиваемся здесь выхода более 90%. Это хороший выход для искусственной инкубации. И дальнейшая судьба нашего малька, она зависит от партнеров, которые работают в индустрии рыборазведения и вообще в аквакультуре. Экономический форум «Деловая Ингушетия» будет проходить 2 дня – 29 и 30 сентября. Ключевым на форуме станет заключение с крупными региональными инвесторами 8 инвестсоглашений на более 4 миллиардов рублей. Все они касаются сферы АПК, легкой промышленности и строительства городской инфраструктуры. Около 150 субъектов на сегодняшний день у нас есть уже подтверждение, которые готовы выставиться, презентовать весь свой инвестиционный потенциал. Из них более 20% это иногородние субъекты МСП. Планируется пленарное заседание, это на 700 человек, где спикерами будут выступать федеральные министры, где участники форума могут напрямую задавать им вопросы. Также у нас будет около 3 круглых столов, где участники планируется там 50-60 человек. Также спикерами, которые будут вести круглые столы, это будут тоже из федеральных структур люди. Вот такие проблемные вопросы будут обсуждаться. Это есть и на чем у нас сегодня базируется экономика, промышленность, туризм, занятость и так далее. Да. Вот такие моменты. Это обмен контактами, знакомство с людьми
и реализация всего инвестиционного потенциала. Главная задача форума – реализовать все подписанные соглашения. Это обеспечит более 400 рабочих мест, а также повлияет на рост реального сектора экономики, в том числе и за счет налоговых поступлений. Муслим Ганиев, Адам Далаков, Новости 24.